Здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Порукечлиже Тиндандене Эльвира Америка Гачан. Сегодня я вас приглашаю в путешествие по 40-й дороге I-40. На карте эта дорога отмечена красной линией. И путешествие по этой дороге мы начинаем только по штату Оклахома. Сегодня наше путешествие продолжается по Interstate 40, то есть 40-я дорога. Interstate 40 соединяет Америку, начиная с востока, Северной Каролины и до запада Америки, штата Калифорния. И эта дорога с протяженностью свыше 2,5 миль, а по-русски это будет свыше 4000 километров. И начинается эта дорога с Северной Каролины, продолжается в штате Теннесси, а потом в штате Арканзас, Оклахому нужно проехать, Техас нужно проехать, также штат Нью-Мексико, то есть Новую Мексику, штат Аризона. И только-только заканчивается эта дорога в штате Калифорния. Вот еще раз я вам показываю эту дорогу на карте. Вы помните город Амарилла в штате Техас? Мы побывали там, в чудесном ресторане. После штата Техас мы въехали в штат Нью-Мексико, Новая Мексика, город Албукерке. Обратите внимание, какие мосты в городе Албукерке. Эти мосты для того, чтобы улучшить движение. Когда-то этот город Албукерке в штате Новая Мексика была испанской колонией. Город Албукерке, штат Нью-Мексико. Давным-давно, когда мы проезжали по этому городу, я увидела рекламу на билборде. Рекламу СПА. Я очень сильно удивилась. И это было причем летом, когда температура была плюс 38 градусов по Цельсиусу. Достаточно было быть на солнце 15 минут. И ты загорелая. А вот вы снова видите мосты. Та самая дорога I-40, Interstate 40, 40-я дорога в Америке, которая тянется из Северной Каролины до Калифорнии. И это мы сейчас в городе Албукерке, штат Нью-Мексико, Новая Мексика. Долгая 40-я дорога и пустыня с обоих сторон дороги.
время от времени встречаются города и села. Животные перебегают дорогу. Уже ближе к Аризоне можно увидеть кустарники. Посмотрите, какие прямые дороги. Километры и километры, километры и километры. Горы, кустарники, грузовики, машины. И только ты сам с собой или сама с собой. И эту тишину может разрушить телефонный звонок. Давным-давно мой муж рассказывал про свою учительницу начальных классов. Она постоянно говорила моему мужу, что ты постоянно смотришь в окно. Никто тебе не будет платить за то, что ты смотришь в окно. А теперь он сидит и смотрит в окно целыми днями и получает за это зарплату. Казино в штате Новая Мексика, Route 66, дорога 66. Дорогие друзья, мы сейчас едем по исторической дороге US 66, это 66-я дорога. Эта дорога идет параллельно 40-й дороге, которую вы видите рядышком. Вот грузовики и машины едут. Так вот, вот эта дорога, по которой мы сейчас едем, она соединяла Нью-Йорк, город Нью-Йорк с городом Лос-Анджелес, штат Калифорния. То есть тянулась эта дорога от Атлантического океана до Тихого океана. Вот вы видите, вот идет поезд навстречу. Дорога идет по пустыне и ветрено. В общем-то, ветер сильный, и я скажу, что грузовик мотает из стороны в сторону иногда. Надо сказать, почему мы это сделали. Вот эти две дороги идут, они параллельно. 66-я, по которой мы едем, и рядышком, вот видите, грузовики все стоят, там трафик, движение остановилось. По какой причине остановилось, мы не знаем. Но у мужа стоит, он всегда проверяет дорогу, свой GPS проверяет, свой телефон проверяет. И когда он видит, о, Lord, look at this. И когда он видит, что там какие-то проблемы в дороге, он находит возможность обходить эту проблему. Вот так вот. Это он. Ой, это по радио разговаривают водители. Мы продолжаем наше путешествие уже по 40-й. И вы посмотрите, в пустыне в Мексике идет снег. Март месяц. Летом очень жарко,
А зимой бывает очень холодно. Вот такая она, Америка. Это Запад Америки. Вообще погода может меняться очень быстро. Вы можете увидеть и лето одновременно, и осень, и зиму, и лето снова. Welcome to Arizona. Добро пожаловать в штат Аризона. Поголырный же, Аризона штатушка. Меня всегда удивляли эти горы штата Аризона, штата Юта, штата Новая Мексика. Вообще Запад Америки это что-то такое, знаете, магическое, удивительное, прекрасное. Слышите гул ветра? Это уже 40-я дорога в штате Аризона. Мы уже подъезжаем к городу Флагстаф. Осталось каких-то 28 миль. Это около 50 километров. Наверное. Точно не знаю. Twin Arrows. Это казино. С названием «Две стрелы». And that's the old Twin Arrows truck stop where a lot of movies have been filmed. See the two arrows. В свое время я вот показала на левой стороне эти две стрелы, которые были вонзены в землю. Эти две стрелы были использованы в фильмах. Сейчас я не помню эту информацию, но я обязательно посмотрю и скажу вам. Исторические места мы проезжаем, и Twin Arrows был снят в фильме Форест Гамп. Помните? А теперь медленно из штата Аризона мы въезжаем в штат Калифорния. Вот осталось у нас всего лишь несколько миль, и мы будем в Калифорнии на I-40, на 40-й дороге. Дорогие друзья, вот вы видите с левой стороны мост, который был построен через реку Колорадо. И буквально переехав через эту реку Колорадо, через этот мост, мы
въезжаем в штат Калифорния. Вот мост через реку Колорадо. А с правой стороны вы видите саму реку Колорадо. Колорадо-Энер. Добро пожаловать в Калифорнию. Welcome to California. Пагалережа, Калифорния, штатышки. И наше путешествие по 40-й дороге, вы увидели знак дорожный, уже продолжается в штате Калифорния. А это река Колорадо. Мы въезжаем в штат Калифорнию, и здесь, в общем-то, идет проверка. На этом посту могут проверить ваши документы иммиграционные. Также проверка может быть связана с сельскохозяйственными продуктами. Всем тем, что ввозится в штат Калифорния. Посмотрите, какие кактусы. А это на карте я показываю Мохаве Десерт. Мохаве пустыня. Дорогие друзья, мы едем по этой дороге, по 20-й Interstate 20. Это не 20-я, это 40-я, я ошиблась. Мы проезжаем Мохаве Десерт. Мохаве Десерт — это пустыня Мохаве, которая летом температура может доходить до плюс 49 по Цельсиусу. И зимой до минус 18 по Цельсиусу. Мохаве Десерт расположился в нескольких штатах. Это штат Калифорния, штат Аризона, штат Юта и штат Невада. Довольно-таки очень жарко. Мне приходилось побывать при такой жаре, вы знаете, и я помню свою республику Мариэл, когда температура бывает минус почти 40. Я в эти минуты думала, что же лучше, когда очень-очень холодно или когда очень-очень жарко. Я еще тогда подумала, вот Господь Бог дал возможность мне почувствовать и холод, и жару.
Дорогие друзья, это все еще у нас 40-я дорога по штату Калифорния. И вот вы видите товарный поезд идет. Иногда, когда я вижу такую картину, естественно, мне вспоминаются фильмы эти, в которых показывают западную часть Америки. Дорогие мои друзья, вот так вот, очень быстро мы заканчиваем наше путешествие по Interstate 40, I-40. Для вас это было каких-то 20 минут, а для нас это было 4 долгих дня езды. Путешествие свое мы начали в штате Джорджия, потом продолжили в штате Теннесси, в Оклахома. What is first, Oklahoma or Arkansas? Oh. Путешествие продолжили после штата Джорджия, Теннесси, потом в штате Арканзас, Оклахома, и я начала снимать вот эту дорогу 40-ю только в штате Оклахома. После Оклахомы у нас был штат Техас. Вы помните ресторан стейка. После Техаса был штат Новая Мексика, потом Аризона, и теперь вот мы заканчиваем наше путешествие в штате Калифорния, в городе Барстоу. То есть эта дорога, которая начинается в штате все, закончилась эта дорога, по сути дела. То есть началась она в Северной Каролине и закончилась в штате Калифорния. Я надеюсь, наше увлекательное путешествие вам понравилось. Не забудьте ставить лайки, подписываться, оставлять комменты. И я искренне желаю вам всего самого доброго. Сайын код сапагалам елташлак.